Дорогие родные и близкие, сегодня в этот пятничный день, месяц Рамадан, мы прощаемся и передаем мир вечности по воле Всевышнего Аллаха нашу известную, легендарную Дину Мухаммад-Казе, доктора медицинских наук, известного ученого. Так Всевышний предопределил, что Он дает нам жизнь и забирает по сроку, который Он сам установил. Для нас это, безусловно, всех потеря, но на этом жизнь не останавливается. Человек, который покидает этот бренный мир, переходит в мир вечности. Я хотел бы передать слова родным и близким, слова соболезнования от имени духовного лидера мусульман России, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфти шейха Равиля Хазрата Гайнуддина, еще раз напомнив нам, что мы, пройдя жизненный путь, переходим в мир вечности. Но Дина Мухаммад-Казе, мы видим, прожила очень достойный путь. Она внесла большой вклад в медицинскую науку и, конечно же, после себя оставила много трудов, много учеников. Я считаю, что это очень важное достижение, и, конечно же, для нас это также является пример. Но Всевышний Аллах говорит, душа не умирает, выйдя из тела, она переходит в мир вечности. И мы в эти дни будем, иншаллах, пребывать в молитвах, чтобы Аллах Та'аля простил грехи и ошибки этого мира, принял все благодеяния, которые были совершены в этом мире, и, конечно же, облагодетельствовал райской обителью. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Все мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Рахмет. Она много сделала для нашей республики, для страны. Я ее знаю 57 лет, она была лечащим врачом его еще в 1965 году. Всегда она была достойный человек, умела держать марку, умела держать себя, умела руководить и умела быть не только супругой, врачом, но и общественным деятелем. Вечная ей память. Разрешите мне зачитать две телеграммы. Первая телеграмма нашего руководителя, президента Татарстана, Раиса Республики Татарстан, Рустама Мухаммадовича Минниханова. Уважаемый Эльмир Фикратович, Искандар Фикратович, примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной вашей мамы Табеевой Дины Мухаммедовны, супругу выдающегося государственного деятеля Татарстана и России Фикрата Табеева. Она и сама была талантливым врачом, авторитетным организатором здравоохранения, сильной, целеустремленной личностью, сумевшей полностью реализовать себя. Дина Мухаммедовна внесла свой значимый вклад в развитие медицинской науки и установление и укрепление потенциала Казанской школы рефлексотерапии, воспитание молодых специалистов для отечественного здравоохранения. Яркий, многократный человек, обаятельная, мудрая женщина Дина Мухаммедовна оставила хороший след и добрую память о себе на этой земле. Скорблю вместе с вами, разделяя боль тяжелой невосполнимой потери самого близкого, родного для вас человека, подарившего вам жизнь. Крепитесь, будьте опорой и поддержкой друг друга в эти тяжелые дни. Пусть светлая, благодарная память о любимой маме будет вам негасящим маяком в будущем океане жизни. Рустам Нургалевич Минниханов. Телеграмма Минтимура Шариповича Шаймиева. Уважаемый Эльмир Фикратович, Искандар Фикратович, примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной вашей мамы, Дины Мухаммедовны, человек, который я хорошо знал и уважал. Дина Мухаммедовна была достойной дочерью татарского народа, верной спутницей и надежной опорой Фикрата Ахмеджановича, проявляя заботу, достоинство, поддержку в любых жизненных обстоятельствах. Искренне разделяя горечь этой тяжелой утраты, скорблю вместе с вашими родными, близкими, передайте мои искренние соболезнования всем родным Дины Мухаммедовны. Сил вам, стойкости в эти скорбные для вас, для всех нас и вашей семьи дни. Светлая память о ней мы сохраним навсегда. Урна Джамактабусан, Минтимур Шарипович Шаймиев. Также телеграмма мэра набережной Челна Магдеева, человек, который очень хорошо знал семью, и многих других. Поэтому разрешите передать вам эти телеграммы. Ушла великая женщина, ушла она достойно, выполнив свой долг на этой земле. Вот последняя встреча, которую она посвятила Фикрату Ахмеджановичу, всей семье, она даже не скрывала. Это, говорит, моя последняя встреча. Ну, дети прекрасно знаете, полпрессы, когда она отметила 95-летие и сказала: Викзур Ахмед, на этой земле я выполнил свой долг. Поэтому будем помнить Дину Мухаммедовну, гордиться, что у нас такие женщины, такие татарские есть, такие татарстанки есть. Поэтому только дуа, я думаю, в дальнейшем будет дойти до них. Мы здесь, в соборной мечети, проводим такой ритуал, потому что мама наша
надо сказать, в отличие от папы, была очень-очень глубоко верующим человеком. У нас был знакомый, бедняжка сам недавно умер, Хазрят, который постоянно был с мамой в контакте, приходил, вот мои дети, внуки, она и смерти не боялась. С папой встретишься. Так что... Я представитель Казанской школы рефлексотерапии. Я надеюсь, что мы будем достойно продолжать то дело, которое продолжила и по-своему начала Дина Мухамедовна. Я буду краткой, но вы меня поймите, здесь столько людей, которые наверняка хотят что-то сказать. Но я вас уверяю, что мы действительно сохраняем традиции. И на каждом цикле усовершенствования для врачей наши первые лекции, первые занятия бывают посвящены Дине Мухамедовне. Спасибо, что она была. Спасибо, что ее близкие, друзья так сохраняют память о ней. Я думаю, что это будет очень надолго, на всю жизнь. Я издатель Дины Мухамедовны, и многие труды, которые делала она производила. Мы сидели с ней в ее доме, раскладывали книги, обсуждали. И она жила этим всю свою жизнь. Она была человек книги. И это очень важно, потому что человек уходит, а дела и книги остаются. И вот последнюю книгу 4 марта мы в виде макета привезли, она одобрила, и мы ее не успели, к сожалению, сдать, но это была первая ее книга, и она же становится последней книгой. Она уйдет в печать, я надеюсь, что в ближайшее время. Спасибо.